Брод долго брал у нас интервью, как мы нашли подслушивающее устройство, потом выключил звук и рассказал, какие мы дураки. Это спецдиктофон, то есть это накопитель информации, который пишет в огромном количестве информации, он может работать на звук, на включение. Вот такой нашли его на шахте. Вот человек нашел случайно. Надо себе тоже такой. Здесь липучка, и он в вентиляционной шахте за решеткой на другую липучку был приклеен. Да почему и нет? Открытое государство. Настолько открытое, что нет границ. Я думаю, что Там USB порт. все-таки можно беседовать. Я думаю, что. Вы думаете, в эстонском государстве сколько-нибудь значимые люди могут беседовать спокойно? Я думаю, что да. А вы приходите на встречу, Смотря о где чем известные беседовать. бизнесмены, и они делятся информацией, неужели они не выключают телефоны? Ну, выключают иногда, да. Или не уходят куда-то поговорить, где не слышно? Это правильно. Я уже несколько раз говорил, что те тенденции, которые последние годы связаны с охотой на коррупантов и тех, которые работают против эстонского государства и так далее, это усиливалось все-таки. И, конечно, так называемые информированные круги, вы говорили о бизнесменах, конечно, они знают и часто используют именно такую тактику, что или говорят такое, как сказки, там, ну, как-то, что мы хотим говорить, может быть, о телефоне, ну, а скажем, вот это такая оранжевая вещь, такой странный оранжевый. Или что-то другое, такое эвфемизмом или используют такое. В этом страх есть какой-то. Да. Да. И это, я считаю, что даже усилилось. И это... Да. А вот в связи с этим, многие говорят, что Юрий Пиков располагает, скажем, давно уже в этой системе и располагает компроматом практически на всех крупных политических деятелей Эстонии. Из-за этого как бы он непотопляем в плане. Ну, там не надо быть Эйнштейном, потому что когда ты долгие годы руководил и в общем, начинал строить тайную полицию, потом сидел на посту главного прокурора государства, который руководит с этих времен, началась это так новая эра там в прокуратуре, там вот здесь молодая дама знает хорошо, лучше меня. И потом в канцлером Министерства юстиции, теперь министры, и скоро уже глава одного партии, и может быть, когда в этого партии там, на следующих выборах там хорошо пойдет, может быть, кандидат премьера. Ну, говорят иногда, что эстонский мистер Хувер, конечно, он много знает. И потом, когда времен гостиницы Виру, начинающие бизнесмены Эстонии, которые двигались вокруг этой гостиницы и продали, и купили это одежды, и не только одежды, Texas или другое что-то. Конечно, он знает много. Но у меня такое, я немножко так, мне трудно сказать, что реальности там, потому что я его хорошо знаю, как и многих, и, по-моему, нормальный человек но никогда не известно, что как люди изменяются, когда получая власть, еще больше власти. Таких примеров много. Например, когда-то я опубликовал интервью с ним, когда он был канцлером Министерства юстиции. И когда начали, может помните, там была
квоты вроде так корруптантов, там министр Кен Мартивайер, и после этого, как республиканцы пошли к черту, в общем, было. И в эти дни он дал мне интервью, это, наверное, первое и последнее в его жизни, когда он рассказал откровенно, свободно, и что он говорил о политиках, ну, представьте, таких персон, которые глава тайной полиции долгие годы и так далее, и теперь на 2 страницах опубликует интервью, открыто говорит, что он думает о эстонском государстве, эстонских политиках и так далее. Я где-то месяц назад случайно посмотрел это. Посмотрите. Что, но могу сказать, что нормальный человек. В общем, последний раз было, когда я встретился с ним и беседовал. Нормальный человек. Я думаю, что в этом плане, зачем я вообще сюда пришел? Один момент тот, что у меня такие личные эмоциональные связи с этим так называемым, нет, это там Алеша, там, который, конечно, не Алеша. А другое, что, может быть, я такой идеалист и так далее, но я все-таки думаю, что все-таки разум все-таки победит. И те люди, которые при власти, они все-таки в общем-то нормальные. И с ним можно обсуждать, говорить о такой тяжелых вещей, которые в эстонском государстве и обществе и так далее. Притом о многих таких проблемах, которые мы сегодня говорили здесь. Я обсуждал многими лидерами Эстонии и ближайшие последних недель, притом и месяцы и так далее. Я думаю, что все-таки, конечно, есть какие-то фобии у эстонского народа здесь, и у русскоязычной общины здесь какие-то. Есть какие-то у разных политических партий там свои такие замысли, самые идеи и так далее. И притом, и совместно притом надо каким-то коалициям руководить это государство. Получается, может быть, траектория какой-то странный, идиотский, может быть. Но что, в общем, я считаю, что надо быть, надо не бояться, когда ты порядочный человек, ты имеешь, у тебя есть право говорить, что ты думаешь, когда ты не пойдешь против государственного строя или против законов, или какой-то не будешь занимаешься наркобизнесом или там убивать кого-то, ну, в общем, такое, или воровать и так далее. Это... И когда есть такие какие-то наклоны, такое, что, может быть, в сторону полицейского режима, жесткого руки, или другое, что надо бояться за своими мыслями, и то, что кто-то стучит, ну, как сталинский прием я слышал, или даже позднее. Я думаю, что все-таки разум там победит. Там. Хотя, что касается и эстонской, и русскоязычной там, общины там, в Эстонии, конечно, это такой путь такой неасфальтированный, это ясно. Ну да, но это надо увеличить, конечно, диалог и просто диалог, надо больше диалога. Много разговаривать, Да, можно объяснять друг другу свои позиции, но это да, но как-то хотелось бы все-таки почаще вот встречаться. Да, я думаю, что когда вы говорили, что сюда они пришли разные эстонские люди, не понимаю зачем. Что боятся.